очень интересных пару моментов было. Дело в том, что когда пропагандистка Скобеева гонялась со всеми по очереди депутатами, ей очень корректно отвечали. Мы не даем комментариев в российской прессе. Да, вот я удивился, вы же решили не давать когда-то. Мы принципиально, решили дать. Я объясню. Да. Мы интеллигенты и объясняли. Я сказал сразу, что я клоунам и фейк-ньюс не даю комментарии. Все отвечали стандартно, мы отказывались принципиально. Мы объясняли им, что мы не будем с ними разговаривать. Они продолжали преследовать. И в один из моментов, когда я пил кофе, я вдруг услышал эту фразу, как там несколько россиян, у них достаточно большая группа приехала, техподдержки именно. И они говорят, ты видел, как наша хабалка хохлов гоняет? Мне так понравилась фраза «хабалка». То есть у нее кличка такая, мы не знаем. Да, я тоже не знал. Просто Скобеева, оказывается, хабалка. Ну вот, сами же они и говорят. То есть, и я тогда понял, что не-не-не, тогда нужно это менять, потому что они будут это использовать так, как им удобно. Ну, и вы решили, как бы, и все вместе, и каждый пойдет. Эта сцена с исполнением гимна. Вот про гимн расскажите, потому что мне, вот, знаете, все-таки... Вышла Ира Геращенко. И начали Скобеева ее просто преследовать, откровенно. Притом, получается, осветитель с одной стороны, оператор с другой стороны. Это Скобеева, они в нее тыкают микрофоном. Я интеллигентно плечом подвинул оператора. Он сам отлетел как-то. И, честно, он сам налетел на меня, поэтому я ему говорю, оставьте в покое, пожалуйста, нашего коллегу. Подходит Влад Голуб, то же самое говорит, отойдите от нашей коллеги. То есть там команда, это не просто она одна с микрофоном, там она, оператор, звуковик. Несколько человек. Там, она бегала толпой. Когда, понимаете, к одному человеку начинает бегать... Это же не видно за кадром, да? Не видно. Но психологически это очень неприятно. Мы интеллигенты попросили их отойти. Они не поняли. Мы опять попросили отойти. Дальше мы, видимо, понимая, что они не понимают, может быть, по-украински, они не понимают по-русски. Мы перешли на английский, Влад Голуб перешел на французский. Мы использовали разные языки, но они настолько примитивные, тупые. Они один язык понимают, но он запрещен в Совете Европы. Да. И поэтому, как бы, дальше мне пришлось привлечь внимание, потому что Иру уже достаточно они атаковали со всех сторон. Мы стоим, они сквозь нас протыкаются. Драться же мы не будем, нельзя. Я попросил телеканалы наши, которые там стояли, обратите внимание, как российские пропагандисты сейчас активно пытаются. И дальше было то, что вы видели. Дальше было исполнение гимна, дальше была неожиданная реакция. Оказывается, на гимн Скобеева реагирует как черт на ладан. Это было неожиданно, но приятно. Вот потом, когда мы отошли, она была такая паническая, и она нервничала, это видно было. Она психовала, она нервничала, потому что пошло не по тому сценарию. И тогда